Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Республиканский проект «Карта жителей Якутии» был запущен в 2021 году в рамках реализации концепции единого цифрового сервиса для жителей республики. Какие возможности дает карта для жителей Якутии? Тема нашего разговора сегодня. У нас в гостях в студии Дмитрий Скворцов, руководитель проекта Департамента продуктов и сервисов акционерного коммерческого банка «Алмаз-Эргиен-Банк». Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну так какие же преимущества и возможности дает карта жителей для республики? Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел первое поблагодарить, во-первых, за приглашение, за такую возможность ответить на ваши вопросы. Второе, скажем так, в рамках подготовки вот к этой программе, было очень интересно посмотреть, действительно, какой мы путь прошли уже с начала проекта и с начала года, обычно там итоги подводятся в конце каждого года, а здесь вот именно так получилось в сентябре. И мы посмотрели, действительно очень интересно, то есть, насколько вообще проект расширяется, как он живет, какие получаем отклики от жителей, от правительства. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, что мы вообще считаем, что эта карта, так называемая 4 в одном. 4 в одном. Значит, первое – это стандартная банковская карта. Банковская карта, которая позволяет делать стандартные платежи, переводы, то есть там есть процент на остаток, в общем, вы можете получать кэшбэк, то есть это фактически стандартная банковская карта и все преимущества, которые есть у банковских карт Алмаз-Эргиен-Банка, то есть на этой карте есть. Второе, эта карта позволяет вам совершать поездки в транспорте, то есть в автобусах Якутска и во всех других городах, в которых запущен транспортный проект. При этом, что очень важно для льготных категорий, это фактически заменяет, есть такое понятие, единый социальный проездной билет, который выдается определенным льготным категориям. И вот как раз, скажем так, раньше это были такие бумажные, бумажки такие, то есть, которые показывал каждый, льготник для проезда в транспорте. А сейчас это все переведено на карту жителей Якутии, то есть он ее просто прикладывает к терминалу, и у него терминал ему подтверждает, что он имеет право на льготный проезд. А вторая часть – это как раз, скажем так, для всех жителей, то есть это отдельный тариф есть на карте жителей Якутии, и любой житель, оформляя карту жителей Якутии, может воспользоваться этим отдельным тарифом для карты жителя. В-третьих, эта карта дает возможность получать скидки в очень большой сети магазинов. Это в основном тоже касается льготных категорий, пенсионеры, инвалиды, ветераны. И в-четвертых, эта карта является фактически заменителем удостоверений в тех точках, которые подключены к проекту. Скажем так, в тех организациях, которые подключены к проекту, вам не надо показывать там удостоверение пенсионера, удостоверение многодетного. Вы просто показываете карту, и, соответственно, вас идентифицируют как владельца определенной льготной категории. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, это фактически 4 сервиса в одной карте. Помимо этого, в рамках проекта «Карта жителей Якутии» Алмаз-Эргиен-Банк может также предложить использование системы оплаты GCB для взаимодействия с иностранными банками, не только МИР. Фактически да. В самом начале карта была как раз нацелена на то, чтобы внутри России она использовалась как карта МИР. Когда вы выезжаете за рубеж, то есть она используется как карта GCB. Но в связи с последними событиями сейчас фактически этот функционал он пока не работает, потому что сейчас все карты, выпускаемые российскими банками, они фактически заблокированы для приема за границей. Но да, на старте, действительно, это была очень интересная карта именно с точки зрения платежных вещей. Сейчас там остался только МИР. Мы ее обслуживаем, но пока в России и во всех тех, скажем так, странах, которые принимают карту МИР. Скажите, а есть такие категории граждан, которые не пользуются льготами? Какие скидки или какую выгоду можно получить, пользуясь картой? Смотрите, тут какая ситуация, как я уже сказал, что есть, допустим, транспортное приложение, то есть там любому, скажем так, любому владельцу карты жителя, то есть он может воспользоваться так называемым кошельком,
да, ну, по которому тариф намного меньше, чем по банковским картам и за наличный расчет. Вторым примером является, вот мы с того года, с 2022 года запустили проект для диспансеризованных. То есть люди проходят диспансеризацию, ее может пройти любой. Вот. И при прохождении диспансеризации, если вы приходите в определенные бассейны, то вам положена скидка 25%. То есть это как раз, в принципе, для чего карта и создавалась. То есть когда возникает потребность, допустим, простимулировать людей проходить диспансеризацию, это была потребность у Министерства здравоохранения, но фактически это удобно и всем жителям проверять свое здоровье, это фактически надо. Да? Вот. А мы сделали как раз на примере этого продукта, да, то есть мы как раз и завели эту схему, когда человек проходит диспансеризацию, то есть мы это фиксируем в нашей системе, и он может пройти скидку, показывая эту карту, да? Оплачивая ту часть, которую он должен оплатить, и в моменте он получает 25% от стоимости билета. Вот. Сейчас таких сервисов становится все больше и больше, да, то есть мы сейчас, скажем так, в рамках развития тоже думаем над дополнением этой карты, уже и для льготных категорий, то, что изначально было создано, да, так и для обычных жителей, потому что в самом даже фактически названии карты, да, то есть это карта жителя, то есть это не карта льготника, это не карта там еще кого-то, это именно карта жителя, поэтому она должна предоставлять какие-либо преференции всем жителям республики. Одна из интересных преференций – это проезд по карте жителя Якутии у нас в городе стоит 28 рублей. Каким же образом удалось сохранить стоимость проезда на прежнем уровне? Смотрите, во-первых, я бы хотел сказать, что тарифы за проезд устанавливает мэрия, да, то есть это прерогатива мэрии, да, и как раз в рамках обсуждения тарифов на текущий год, да, то есть мы посмотрели экономику, посмотрели возможности, потому что это еще влияет на то, как перевозчики, это же их фактически финансовая модель, да, и по совокупности, когда мы совместно это обсудили, то есть мы как раз и с точки зрения продвижения карты, и с точки зрения возможностей, мы нашли механизм, когда стоимость именно при оплате кошельком осталась на прежнем уровне. А во всех ли районах республики действует карта жителей Якутии? Смотрите, на сегодня помимо Якутска еще подключено 8 районов. Среди этих районов Мирный, Нюрба, Нерюнгри, Ленск, и так далее. То есть там список сейчас мы расширяем. И до конца года мы хотим подключить все районы, в которых есть перевозчики. То есть обязательным условием является наличие в этом районе перевозчика. Да? То есть если перевозчик есть, то мы уже можем на базе этого перевозчика строить, соответственно, эту систему, да, и систему учета, соответственно, проезда по транспортной карте. Но планы очень амбициозные. Скажите, а сколько сейчас зарегистрировано клиентов по карте жителей Якутии? Вы знаете, на сегодня 120 тысяч. 120 тысяч, да, то есть очень, динамика очень такая позитивная, да, то есть это причем по всем районам. Понятно, Якутск больше всего, да, но задача как раз и правительством ставится, чтобы во всех районах эта карта очень была востребована, да, и на сегодня 120 тысяч, но уже заявок мы получили, и люди эти картами уже активно пользуются. Дмитрий Александрович, в начале нашей с вами беседы вы отметили, что сейчас есть 4 возможности, которые дает карта жителей Якутии. А в ближайшем будущем планируется ли расширить функционал? Смотрите, здесь история какая. Я бы, наверное, этот ответ разделил на несколько, скажем так, подответов. Да? Значит, первое, понятно, стоит задача максимально расширить тот функционал, который есть, что я имею в виду, то есть количество точек увеличить, да, то есть подключить всех перевозчиков, то есть это некое такое, направление именно по расширению функционала, но уже созданного когда-то, да, то есть он был создан, и сейчас мы просто наполняем его максимальной жизнью. Второе большое направление, оно заключается в том, что на самом деле на территории республики довольно большое количество различных льгот и субсидий используются, да, и наша задача как раз сделать механизм наиболее простого получения этих субсидий, льгот и так далее. Простым примером является, в республике действует субсидирование билетов для полетов в арктические улусы.
То есть каждый житель, который проживает на территории арктических улусов, он имеет право купить билет по, фактически со скидкой, но это называется субсидия. Да? А сейчас, чтобы это сделать, то есть он приносит паспорт, то есть ему надо подтвердить свою прописку, и, то есть там есть определенный какой-то бизнес-процесс. Да? Мы сейчас хотим сделать таким образом, чтобы человек мог просто на портале зайти, да, подтверждая карты жителей Якутии, и, соответственно, мы определяем место его регистрации и прописки, да, купить билет фактически там, никуда не выходя, удобно, понятно и так далее. Вот. Таких сервисов сейчас мы уже видим, что их довольно много, и это фактически мы улучшаем клиентский путь по тем льготам и сервисам, которые на сегодня уже есть. А есть еще одно направление, когда мы разрабатываем совместно с профильными ведомствами какие-то совершенно новые сервисы, да, которых еще раньше не было, но возможность которых внедрить появилась после того, как вот сейчас этот механизм появился, да, и, соответственно, профильные ведомства могут его с удовольствием использовать. Да. Примером, наверное, для примера скажу, но это, скажем так, пока еще не принято решение, просто чтобы было понятно, про что речь. Значит, мы совместно с Министерством культуры сейчас активно обсуждаем возможность поддержки якутского кино и вообще кинотеатров на территории республики. В связи с последними событиями понятно, что эта отрасль сейчас довольно сильно пострадала, даже с учетом ухода голливудских фильмов и так далее. И вот мы сейчас как раз разрабатываем схему, то есть когда человек, посещая, допустим, якутские фильмы, да, то есть мы ему компенсируем часть стоимости тех билетов, которые он оплачивает. Еще раз хочу подчеркнуть, это пока не принято финальное решение, да, все зависит, понятно, от возможности бюджета, потому что это компенсация со стороны бюджета. Да. Но если такая возможность будет, да, технически уже понятно, как это делать, осталось просто при определении уже параметров финальных, да, бюджета, то есть это либо войдет, либо не войдет. Но я просто хотел сказать, что как раз таких возможностей становится очень много, да, то есть когда нам нужно что-то простимулировать, чем-то помочь и так далее, этот механизм, он универсально используется для любых таких задачек. Поэтому я бы ответил, наверное, на этот вопрос так, что такие три большие направления, в которых мы сейчас активно работаем. Алмаз-Энергетбанк также помогает реализовывать подобные проекты правительству Хабаровского края. Расскажите, как случилось так, что там смогли подключиться к карте жителя, но не Якутии, а Хабаровского края, участники Муравьева-Амурского? Интересная история, сразу хочу сказать, потому что в августе 22 года на нас вышел Центральный банк, представитель Центрального банка Хабаровского края на предмет того, что не хотим ли мы поучаствовать в проекте правительства Хабаровского края, карта Муравьев-Амурский. А старт они поставили с 1 декабря. То есть фактически там было очень маленький промежуток времени, чтобы вообще подключиться, сделать доработки, подписать. Это очень большая работа, потому что на самом деле это такой сложный продукт, сложный проект. Да? Вот. Они предложили всем банкам, которые на территории Хабаровского края. По результатам запустились только мы одни, да, то есть мы были первый банк, который как раз поддержал фактически правительство, и в такой очень короткий срок мы как раз подключились к этому проекту. Там у нас немножко другая роль, там мы поддерживаем только банковское приложение, то есть фактически всю эту социальную часть ее поддерживает само правительство, там они свой процессинг они создали, да, у них есть собственная организация, которая отвечает за это, да. То есть наша была задача именно подключиться к этому проекту как поставщик банковского приложения, потому что у них тоже как я сказал про карту жителя, да, то есть это у них там карта 4 в одном, да, то есть тоже транспорт, тоже скидки, тоже это. Если здесь мы отвечаем за реализацию всех направлений, то там только за банковскую часть. Да? И фактически мы поддержали, они были очень довольны. Для нас это был тоже интересный опыт. И, наверное, мы смогли, потому что мы здесь в Якутии уже знаем, как это делать, и наши компетенции позволили это обеспечить. Интересно будет посмотреть на взаимодействие с другими регионами, потому что на этом вы точно не остановитесь. Благодарю вас, Дмитрий Александрович, за то, что пришли к нам сегодня в гости и ответили на вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.